Biz Пожалуйста, пожалуйста. Rusçamı, tatarşamı anısı sizin Rusça попроще мне. İyi. Мне попроще. Biz Arşa Pedagogika Külliyeti'nin Войсковый отряд. iyi hərbiler atriyadı pişmağında. Hazır sizin bilen anın jetekçisi tanıştır. İsim familiyanızı aytüden başlayız. Низамеддинов Илхам Барханула. Поисковый отряд функционирует с 91 года уже. С 91 года занимаемся поиском, захоронением солдат, которые до сих пор лежат на местах боев. За эти годы более 200 солдат захоронены поисковым отрядом. 4 человека, восстановлены имена 4 солдат, которые ранее считались без вести пропавшими. Вот здесь вот немножко наша история. Вот здесь посмотрите. Вот это начало еще 90-е годы. 90-е. Ну и вот в основном работаем в Новгородской, Ленинградской областях. В 2019 году работали в Керчи, в Крыму. В прошлом году работали в Волгоградской области. В этом году, к сожалению, экспедиция не удалась. Заместитель призван в армию. Вот. Планируем в августе, может, получится экспедиция. Это вот небольшая передвижная экспозиция. Основная экспозиция у нас в музее Казан-Арте. Вот из экспонатов, если, на мой взгляд, наиболее ценный экспонат, это вот этот вот карандаш. Вот. Наши деды, прадеды вот этим карандашом писали письма с фронта. Ну, Это железный карандаш, да? нет, это обычный деревянный карандаш. Деревянный. Посмотрите, Да, обычный да. деревянный Да, карандаш. да. Обнаружен в воронке, поэтому так сохранился, даже если видите, красный. Вставленный, кстати, в гильзу немецкую, вальтеровскую. Вот. Так вот мы его и обнаружили. Вот даже вот таким образом он образом сохранился. Ну что, я уже сказал, это лишь часть экспозиции. Вот обратите внимание вот на эту гильзу. Призов РККА 1938 год. К сожалению, остались только инициалы АВМ. То есть солдат, к сожалению, не Это может как называется? быть. Это котелок. Котелок. И откуда вы нашли его? Солдатский котелок. Ну, там же, на местах боев, рядом с останками, к сожалению, определить солдата невозможно. Вот, посмотрите, плотность огня, да? Вот в этом котелке 6 пробоин. Если представить, да, что котелок, как правило, у солдата на ремне, понятно, что осталось Только котелок, от да? солдата. Действительно. Вот он, 6 пробоин. Насквозь. То есть солдат, можно представить, изрешечен. Это мина противотанковая мина. Кстати, обратите внимание, что вот я вам показал котелок советский, а вот что с немцами. Это фрагмент каски, немецкой каски. Вот вы видите, СС. Если посмотреть, сколько там пробоин, то можно представить, что с немцем произошло. То есть, давайте вспомним известные слова: кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет. Да? Так что это вот их участь. И это вот сегодня на злобу дня сказано, да, опять же.
Лучше к нам не соваться с оружием. Bunda жить. konkretni birersining aybiri bormi? Birer kishining isim familiyasi belgili. Здесь, естественно, нет. Но я уже выше сказал, что поисковиками нашего отряда восстановлены имена четырех солдат, которые раньше считались без вести пропавшими. То есть мы нашли смертные медальоны. Кстати, посмотрите вот сюда. Вот здесь вкладыш в смертный медальон. Вкладыш в смертный медальон. Вот этот вкладыш, он в эбонитовом так называемом медальоне, ну это небольшая такая коробочка. То есть вот можно определить имя либо только по смертному медальону, который солдат заполнял, либо по личным вещам. Вот как я сказал, на котелке было написано. К сожалению, с каждым годом все сложнее определить имена, потому что годы берут свое. То есть и останки сейчас Sizning исследуют. bugun xalqqa narsa aytasiz keladi. Какие пожелания у вас? Пожелания. Я уж не Чтобы знаю. войны не было, да? Вот именно, как и у всех людей, да, чтобы не было войны, потому что война это колоссальное горе для всех людей. Ведь в нашей стране нет ни одной семьи, которая бы в эти годы не потеряла близкого человека, а то и ни одного. Есть семьи, которые действительно потеряли и близких, родных. Это горе, которое... Сегодня праздник или... Вы знаете, сегодня праздник, потому что все-таки это день Великой Победы. Но это и день памяти тех, кто отстоял независимость, отстоял нашу мирную жизнь. Вот сегодня, к сожалению, мы должны констатировать, что и сегодня на передовой отстаивают независимость, отстаивают жизни свои, кладут за мирную жизнь. Так что, могу сказать, да, с уверенностью, что победа будет за нами.